Здравствуйте! Не позвольте разжечь. Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 1 июня 2021 года. И первый день лета, первый день июня принес какие-то, не знаю, какие-то бериевские новости. Как будто теперь уже каждый день это день Берии. Обязательно кого-то задерживают, кого-то снимают с рейсов, кого-то везут на допрос, у кого-то обыскивают. В общем, какой-то сплошной бериевский ад. Сегодня обыскивали все семейство Гудковых. Дмитрия Гудкова задержали, к его брату приехали, к его родственникам приехали. В общем, какая-то кадыровская зачистка. Вот так Кадыров чуть что сразу родственников своих врагов или там неприятелей, оппонентов начинает кошмарить. Всех причем, без разбору. И такое впечатление, будто кадыризация всей страны происходит. Мы на пороге каких-то серьезнейших изменений в политической ситуации в России, в политическом поле России. И сегодня мой собеседник, политик, давно уже уехавший из этого российского ада, председатель правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. Ахмед Халидович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Давно вас не было, но, к большому сожалению, разговаривать приходится на совсем неприятные темы. Начался июнь, и, как я уже отметил во вступительном своем слове, наступил День Берии. Вот экс-директор «Открытой России» Андрей Пивоваров доставлен в Краснодар, где с ним будут проводить следственные действия. Сегодня ночью в его квартире провели обыск, хотя по ночам, по закону, ночью следственные действия запрещены в России. Но им наплевать, конечно. Активистки Дарьи Полюдовой дали реальный срок 6 лет. А сегодня пришли к Гудковым, ко всем сразу. К Дмитрию Гудкову, к его брату, к родственникам Геннадия Гудкова, даже там к сестре жены пришли и так далее. Я вот во вступительном слове уже сказал, что прям такие кадыровские методы, просто кадыровские, когда всех родственников начинают кошмарить сразу же. Прокомментируйте, пожалуйста, это ужесточение, почему настолько демонстративно это все происходит. Александр, раз вы упомянули об этом фигуранте, это не его методы. Это не его методы. Вот эти методы, которые мы знали из истории, чекистские методы, они были реанимированы в Чечне и на чеченцах. Именно вот уже поставив Кадырова, они начали это распространять на всю Россию. Просто все, что было опробовано там, теперь это распространяется на всю Россию. У меня нет слов. Это было настолько ожидаемо. Вот вы упомянули про Гудковых, да, человек, это как бы бывший депутат Государственной Думы, по-моему, он сейчас или бывший? Нет, он бывший, у них отняли, их лишили. У них, их лишили всего, сначала бизнеса, потом и этого мандата. Но дело в том, что вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, вот эти методы, которые сегодня применяются Гудковым и другим, тем, кто не согласен с тем, что делает Путин, они были отработаны в Чечне. Под бурные так называемые аплодисменты или же под согласие, под молчаливое или под одобрянс вот этих же людей, тех же оппозиционеров, которым сегодня эти методы применяются. Просто они заблуждались в том, что Путин и вот его камарилья, она может успокоиться на чеченцах. Вот дали чеченцев на откуп, да, Путину и его режиму, и решили, вот теперь там пусть он там наведет порядок, закроем глаза на все, что происходит. Так не бывает. Вот где вы даете развязку, свободу, это постепенно переходит уже все границы. Оно уже перешло все границы, и есть режим, и есть те, кто недовольны этим режимом. И вот сегодня этот режим будет уничтожать, сажать, репрессировать тех, кто проявляет хоть маленькое недовольство. И теперь не только вот чекистские методы относительно инакомыслия, а это распространяется уже на родственников. А это где было? Это было в Чечне.
началось там. Если в первую войну жена Масхадова или мать Аслана Масхадова, мои родители, они могли жить спокойно у себя дома, они жили, их никто не трогал. Но с приходом к власти Путина и начала второй военной кампании родители, десятки, сотни чеченских стариков и женщин были репрессированы ввиду того, что там кто-то занимает проичкерийскую или позицию, или имеет какое-то отношение к чеченскому сопротивлению. Это все опробовалось там. А сегодня, естественно, все это начало распространяться и на всех граждан. И когда Устинов еще, будучи прокурором, генеральным прокурором, касательно событий в Чечне, когда забирали родственников, они исчезали, они подвергались пыткам, он сказал, нужно узаконить норму коллективной ответственности в России. И что? Они это сделали, просто они ее озвучили, да? Вроде бы там кто-то что-то сказал, но они прозондировали реакцию. Не было такой массовой, мощной реакции, как это так, прекратить и прочее, не было. Ну, были какие-то правозащитные организации, вот этого нельзя, да это так плохо. Ну, так вяло все прошло. Попищали немножечко, да. Да, побежали и все. А сегодня это все в полной мере распространяется уже на всю Россию, да. А Кадыров и его комарилья, они просто смотрят и наблюдают и говорят, вот эти методы как раз таки и должны. А Кадырову и его этим бандитам это на руку, потому что официальные структуры центральных властей делают похлеще, чем Кадыров. То есть это узаконено сегодня. И поэтому эти акции будут продолжаться, к большому сожалению, до какого-то массового выступления со стороны России и российского общества. К большому сожалению. Ох, не знаю, честно вам скажу, с ними что ни делай, они говорят, терпеть надо, выживать надо. Прям не страна, а какой-то, не знаю, орда терпил каких-то. Мне уже говорят, ты русских ненавидишь, ты русофоб. Как я могу быть русофобом? Это же вообще идиотизм. Но вот еще такая новость. Николай Патрушев вчера заявил, что в новой редакции стратегии национальной безопасности России отныне закреплено право России силой отвечать на недружественные действия других стран. Это что такое? Это понты какие-то, простите за это слово? Или это предупреждение, что они могут куда-то ринуться, сказать, а вот у нас Украина недружественно к нам относится, и ввести туда войска. Или там Литва к нам недружественно относится. Вот он об этом, что ли? Стратегия такая у них? Ну, знаете, эти ребята, они очень продумывают все свои высказывания и свои действия. Сначала была изменена военная доктрина, да, что Россия имеет право применить ядерное оружие в случае там что-то. Вот они это забросили. А сегодня Патрушев не апеллирует к ядерному арсеналу. Он просто еще раз напоминает, потому что ядерный арсенал это прерогатива, исключительная прерогатива их босса, шефа. Это он может себе позволить говорить, я подготовил, там боевая готовность ядерных сил были приведены там в соответствии с ситуацией, да, это он может себе позволять. А эти просто намекают на то, что у них есть этот ядерный арсенал. Это опять-таки, я, может быть, вам и нашим слушателям надоел со своими параллелями. Потому это мое самое больное место, это Чечня, это мой народ. К большому сожалению, шантаж ядерным арсеналом и силовыми методами реакции, что Россия будет реагировать, это тоже началось в Чечне. В 2000 году, когда в начале второй военной кампании, в Стамбуле проходил саммит ОБСЕ. И президент Соединенных Штатов Америки заявил о том, что вот развязанная второй военной кампания, это повлечет за собой
жертвы неоправданные и прочее, прочее, он призвал немедленно остановить начинающиеся боевые действия. На что какая реакция была? Ельцин с трибуны выступил и сказал, пусть Соединенные Штаты не забывают, что мы ядерная держава. Он просто с саммита ушел, напомнив о том, что у них есть какие-то тысячи ядерных боеголовок и прочее. Все, начало было заложено там, а потом Путин регулярно, систематически использует вот шантаж ядерного оружия, шантажирует ядерным арсеналом. Чем дальше, помяните мои слова, чем дальше это будет, тем чаще они будут возвращаться именно к этому методу. Но ведь нельзя же постоянно начесывать эту ядерную кнопку. Ведь однажды палец-то устанет чесать и нажмет. Вот ведь что страшно. Ну, я думаю, что до этого я уверен, что не дойдет. Почему-то я уверен. Потому что, опять-таки, это исходит из той реалии, которую мы знаем. Да? В каком направлении? Их внуки, я не говорю о детях, их внуки даже находятся на Западе. У них здесь недвижимость, у них здесь учеба, у них здесь работа. Они здесь живут. И они, конечно, не нанесут ни при каких обстоятельствах ядерный удар по этим местам, Александр. Дело в том, что они просто запугивают. Ну, не все же так проинформированы, как мы с вами. Я имею в виду даже просто рядовой обыватель западный, да, избиратель, который следит. Он не знает, что, допустим, вторая семья Путина находится где-то на Западе, что у них есть недвижимость, что их внуки там, его ближайшего окружения учатся и имеют. Они этого не знают. Они помнят СССР, помнят русскую психологию, на миру и смерть красна, да, или как это выражение российское. Да, Путин сам это выражение часто использует. Да. И Путин это использует, он главное, он публично об этом заявляет. Они сдохнут, а мы в рай попадем. Естественно, здесь на это реагируют. И есть влияние на попытка повлиять на политиков. Ну и политики, честно говоря, на Западе сегодня абсолютно беззубые. Во-первых, Путин очень удачно заслав сюда свою олигархию миллиардеров, да, он их запачкал. Коррупция здесь есть, безусловно. И это уже судами, какими-то скандалами это доказано. Поэтому до тех пор, пока здесь не появятся реальные политические силы, которые посадят и осадят этих людей на место, посадят, да, эта ситуация будет продолжаться. Но опять-таки возвращаясь к тому, что вот сегодняшняя ситуация в России, многих это на Западе устраивает. Потому что на самом деле, вот после Путина, вот запишите мои слова, там, запомните слова Володина. После Путина, сегодняшней России, Володин был прав, сегодняшней России, вот, которой мы привыкли и знаем с древних времен, вот этой России больше не будет. Потому и Путин все ведет к тому, чтобы ее не было. А это в первую очередь попытка, если не будет этой страны, от имени которой совершались преступления, на территории какой страны совершались преступления. Если не будет этой страны и не надо будет нести ответственность, как не несут за... Но и вот следующее государственное образование, которое трансформируется в результате, вернее, мы узнаем после трансформации, оно не объявит себя ни правопреемником СССР, ни с чистой страницы. Попытка в любом случае будет. И я думаю, что во многом вот это будет устраивать и всех. И тех, кто отколется от России, и тех, кто выйдет из-под влияния сегодняшнего режима. И, в принципе, я думаю, что вот с исчезновением карты мира сегодняшней России, вот при этой территории, которую они занимают, как Путин говорил, у России нет границ, да? Это он внушает всем, что нужно как-то решать эту проблему. Мир не может все время терпеть и ждать, что произойдет завтра. Потому что вот этот великодержавный шовинизм,
он держится на этом величии, да, мы самая-самая большая страна, мы самая-самая, где имеется ресурс, неважно, природные ресурсы, они не идут во благо народу, но главное, этот народ, эта масса гордится тем, что они самые-самые. Вот их нужно лишить основы вот этого великодержавного имперского шовинизма, их нужно лишить вот этого самого-самого. После этого они начнут нормально жить. Боюсь вашего котика разбудить следующим вопросом, потому что смешной очень, он заржет. Значит, он хорошо так спит, но тем не менее. Смотрите, сегодня зачем-то Дмитрия Анатольевича Медведева сняли со стаканов и вынули у него изо рта соску, и он, значит, сразу же начал говорить на чистой фене. Он, значит, говорит, Запад, говорит, оборзел. Ну, так прямо и говорит. Оборзел, говорит. Относится к нам, говорит, хуже, чем к Брежневу и Хрущеву. Хуже. А вот вы говорите, что типа Западу очень, очень как раз нормально, что путинисты творят. А этот говорит, нет, нифига. Так вот у меня хочу спросить, как в Великобритании-то относятся к нашей власти российской? Они ее презирают, они уважают или вообще никакого респекта, никакой уважухи? Я думаю, что сама ситуация, которая складывается, она говорит сама о себе. Да? Англичане конкретно заявили о том, что вот бытность путинского режима ни о каком взаимодействии, ни в каком направлении нет и не будет. И они будут этого придерживаться. Я думаю, что будет. Недружественные действия. Вот кому Патрушев-то грозит. Вот это и называется недружественные действия. Ну, грозит, не грозит, патрушевские дети, внуки находятся здесь. Он никакую силу относительно Великобритании не использует российскую, особенно ядерную. Поэтому в этом смысле англичане очень спокойно себя чувствуют. А почему я говорю, и почему это Медведев же там начал обижаться, да? Да, Медведев, да, прям осерчался. Да. Это просто ему тоже сказали, ну, ты не можешь быть такой чистый и пушистый. Давай высказывай. Ему не простили его заявление еще в 2010 году по сирийскому, по Ливии, когда Каддафи, охота началась за Каддафи, и Россия поддержала санкции, резолюцию ООН в Совете Безопасности о закрытии этого, запрещающей применять авиацию. И вот тогда Путин возмутился, как это так, как Россия могла на это. И если вы помните, это Медведев сказал, я это сделал сознательно. На самом деле это после встречи с Обамой. Он, во-первых, западный мир сделал ставку на Медведева. И он был уверен, что он пойдет и дальше. Перезагрузился слишком парень. Да, на следующий срок. И он там, его фраза была, нечего бить себя крыльями по корпусу. То есть это он Путину сказал, не надо петушиться. Когда Путин сделал премьер-министр. Это был первый раз, когда они публично, у них появилась вот эта терка. Но Путин это, во-первых, он его унизил, заставив его на съезде Единой России сказать, что самый сильный и самый важный, главный политик в российском обществе это Владимир Владимирович Путин. Представьте себе, будучи президентом, сказать, что не я главный, а есть у нас еще главнее меня человек, который это самое. Это была как бы порка за все его, за все те нарушения договоренности. И Путин периодически заставляет его сжигать мосты, делая какие-то агрессивные заявления в адрес западных стран и Запада. Я думаю, это только лишь просто игра какую они выстроили для себя. Ничего серьезного за этим не последует. И тем более сейчас уже на Диму здесь на Западе никто вообще внимания не обращает, что бы он ни говорил. Особенно вот после вот его высказываний относительно Путина и того, что он делает. Ну, я думаю, что здесь уже никаких иллюзий по поводу Медведева никто не питает.
Ну, он такая, да, мерцающая фигура. То ныряет, то выныривает, то уходит в Да, да. длительный запой, то потом с мешками под глазами, в которых можно картошку хранить. Он выходит в публичное пространство и начинает всех веселить. Но еще один весельчак тут сделал заявление. Лидер КПРФ, господин Зюганов, вы будете смеяться, он написал открытое письмо Владимиру Путину. И таки его опубликовал, это письмо. И призвал Владимира Владимировича, значит, сменить экономический и политический курс. Знаете почему? Потому что, по мнению нашего коммуниста господина Зюганова, если будет продолжаться этот курс, то через 5-10 лет Россия просто грохнется, провалится в пропасть. Так и написал наш прозревший коммуняка. Вот. А потом, значит, говорит, нужно все усилия бросить на технологии. А начальник, директор ФСИН Калашников говорит, отлично, давайте нам заключенных, будем стройки века делать. ГУЛАГ, то есть ГУЛАГ новый. Да. Как считаете, прислушается господин Путин к прозрению нашего коммуниста Зюганова? Свернет с этого гадского чекистского курса или продолжит его? Я думаю, что он продолжит. Потому что это уже мы видим, как, в каком направлении все это задано, и они не от заявления Зюганова или кого-либо, они не будут сворачивать. До тех пор, пока они не уткнутся носом и не придут вот, самому плачевному результату, до российского бунта. Я уверен, что никакой революции, никаких каких-то там ни через выборы, ни через какие-то революционные комитеты, ничего России не изменится. Там, если только, ну не если, а они ведут эту ситуацию, ведут к бунту, к гражданскому неповиновению. Вот в этой ситуации, когда к власти придут самые мощные маргиналы, на что рассчитывает Путин и его окружение, когда к власти придут в России придут к власти такие отпетые национал-шовинисты, эти сбегут на Запад, да, и вот уже на требование вот этих людей выдать или экстрадировать или привлечь к ответу, Запад будет смотреть, нет, мы не можем вот этим живодерам, кого бы то ни было, выдать или же способствовать им установить там какой-то уже более жестокий режим. Я думаю, что ситуации специально они приводят и провоцируют привести, чтобы вот к этому, вот к этой ситуации, к финишной точке, к финалу. И вот дальше уже, я думаю, что и возможно будут какие-то учредительные собрания, создать какие-то новые структуры, реформация, трансформация и прочее, прочее. Но никаких изменений, я думаю, по поводу заявления Зюганова, вряд ли он может нести какие-то серьезные изменения. Вот, а как вы думаете, что движет этим господином Зюгановым? Или ему уже терять нечего, скоро на пенсию его отправят? И вот он решил так это, уходя, хлопнуть дверью, сказать, вот не согласен я с вами. Вы гений, конечно, Владимир Владимирович, но не согласен я с вашим курсом. Ну, Александр, это просто у них распределены роли. Он никогда не был в оппозиции, даже Ельцину. Да? Его устраивает та роль, которая, представьте себе, вот эти личности, которые от выборов к выборам говорят, обещают что-то делать, они находятся у власти 25 лет. Поймал я его как-то один раз на улице, этого Зюганова, подошел к нему с микрофоном, смотрю, так это же процветающий буржуа. Какой ты коммунист? Абсолютно, я поэтому говорю, у них роли распределены, вот как создали в свое время ЛДПР, да, либерально-демократическую партию во главе с чекистом, точно так же реанимировали партию, ну, во главе со своим человеком. И никаких там, я думаю, Селезнева Путин награждал как чекиста. Вы помните, Геннадий Селезнев? Конечно, да? помню, да. Поэтому все это одна система. Ну да, если Жириновский либеральный демократ, то я не знаю, наверное, я тогда вот Галина Уланова. Это такой же коммунист Зюганов, такой же коммунист, как этот либеральный демократ. Да. И у того, и у другого есть своя недвижимость и на Западе, и в России, они живут прекрасно. Их партии финансируются, они какие
какие запредельные зарплаты эти люди получают, помимо того побочного там бизнеса, который они ведут, или взятки, которые они получают. Так что их это устраивает. На их век Путин им обеспечил золотой век в любом случае, на самом деле. Тогда последний вопрос у меня к вам, Ахмед Халидович. Скоро, через 2 недели, 16 июня, господин Путин встретится с Джо Байденом. Будут у них переговоры, саммит полноценный. Как вы считаете, пройдет эта встреча? Они помирятся, будет потепление? Или наоборот, они разругаются в хлам, и вместо холодной войны мы уже будем наблюдать ледниковый период? Александр, помните, вот мы с вами комментировали выборы президента Трампа, да, когда все считали, что все, теперь Трамп наш и все. Да, мы с вами помню. И говорили, что Трамп им еще покажет. И относительно теперь демократа и Байдена. Байден, к сожалению, вернется вот к той обамовской политике, которые они вели с ним, попытки перезапустить отношения, как у них она называлась, перезагрузка, да. Байден уже начал перезагрузку. Вот тот момент, когда Путин начал шалить на границе с Украиной, с войсками, с армией и прочее. И вот когда вот в этот момент Байден сделал заявление о том, что он готов с ним встретиться, вот в этот момент произошел мощный перелом. Дальше они будут, вот это будет затяжная такая фистопляска, да, никаких конкретных решений не будет, ничего. Демократы, они по своему стилю работы, они всегда постоянно пытались наладить нормальные отношения и с СССР, и в последующем с Россией. Вот эта же конъюнктура, вот эту же конъюнктуру будет поддерживать Байден на вот этот срок свой. Ничего не произойдет. Никакого перехода горячей войны не будет. Они будут продолжать делать такого рода заявления. И единственное, что произойдет, да, естественно, Байден пытается наладить отношения с Европой, которые охладились бытность периода президента Трампа. Вот это произойдет, да, и вот какие компромиссы они будут искать в связи с этим, с Путиным, мы это увидим. Но что они будут искать какие-то компромиссные решения по очень многим вопросам, я в этом уверен. Но главный компромисс для Путина называется: дядюшка Джо, сдай мне Украину. Но этого никогда не произойдет. Вот абсолютно, я точно уверен в этом. Нет, ни Грузию, ни Украину американцы не сдадут. Это исключено. И поэтому разговоры или договоренности будут, я думаю, в какой-то другой плоскости. По Крыму, допустим, да. Крым рано или поздно сдадут. Не сейчас, но сдадут. В любом случае, вокруг этого разговоры постоянно будут идти. И вот это для Путина самая главная тема. Не сама Украина, а Крым. Чтобы в его бытность, чтобы снять вот это ярмо с российской. Потому что вот это, если не решится, это будет преследовать Путина и после его ухода. Если он надумает на каком-то этапе кого-то объявить своим преемником. Поэтому для России и для Путина самое важное не Донецк, не Луганск, а Крым. Самый главный вопрос. Я думаю, что разговоры будут вокруг этой темы. И вот до чего они могут договориться, посмотрим. Но на этом этапе Байден тоже не готов будет сдать ни Крым, ни Украину. То есть ни к чему они не придут? Ни к чему не придут. Это абсолютно. Спасибо вам большое, Ахмед Халидович, за этот разговор. Я напоминаю, что со мной на прямой связи был председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании из Лондона. Со мной говорил Ахмед Закаев. Спасибо за то, что смотрите наш канал, за то, что поддерживаете нас. И, конечно же, приглашайте своих друзей и знакомых. Рассказывайте им о нас и, по возможности, подписывайтесь на Patreon. Ну и смотрите Сотник ТВ. Увидимся.